Осуществление амбициозной стратегии Башкортостана войти в топ среди российских регионов невозможно без привлечения инвестиций. К 2024 году этот показатель должен достичь 500 миллиардов рублей. Насколько это сложно сделать в текущих экономических условиях, а также в условиях пандемии коронавируса, обсудим прямо сейчас в программе интервью в эфире Башкирского спутникового телевидения вместе с директором Института стратегических исследований Башкортостана Александром Дегтяревым. Александр Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы пришли к нам сегодня на интервью. Давайте начнем обсуждение нашей темы с осуществления реализации нацпроектов. Как вы считаете, насколько сильно повлияла пандемия коронавируса? Звучат мнения, что нужно корректировать эти данные, да, и какова практика реализации здесь, в Башкортостане? Ну, конечно, корректировать национальный проект на федеральном уровне, естественно, на региональном уровне придется, потому что свыше 3 триллионов рублей российского бюджета было направлено на преодоление последствий коронавируса, на поддержку населения, материнства, детства, семей, здравоохранения, врачей, создание новой инфраструктуры здравоохранения, о чем вы хорошо знаете по Республике Башкортостан. Поэтому, естественно, корректировка неизбежна. Эта сумма составляет, по оценкам Минфина России, примерно 200 миллиардов рублей. Конечно, это коснется и Башкортостана. Но надо сказать, что стратегия нашей республики выстраивается, можно сказать, вне зависимости от того, придут нам федеральные деньги или не придут. Конечно, хорошо, когда они приходят, и они пришли в республику, в том числе и в рамках вот этой вот истории с коронавирусом, потому что мы получили федеральные инвестиции на развитие медицинской инфраструктуры, вы хорошо об этом знаете, получили соответствующие средства для поддержки семьи и материнства. Вот. Но вместе с тем стратегия нашего правительства основывается на включении всех институтов развития в самой Республике Башкортостан. Поэтому не случайно появился мегапроект, который называется «Особая экономическая зона Алга», который интегрирует научно-технический потенциал и наших университетов, научно-исследовательских центров, промышленных предприятий, ведущих отраслей экономики, в рамках вот этого очень мощного южно-башкортостанского промышленного узла. Это один был из моих вопросов, кстати, по особой экономической зоне Алга, но мы начнем видеть примерно через 5 лет то, как она будет работать. Каков потенциал, как вы можете его описать? Вы знаете, сам факт его создания и привлечения туда инвесторов уже является свидетельством того, что мы на верном пути находимся. Я думаю, что привлечение инвесторов не только из числа предпринимателей Башкортостана, но и из-за ее пределов является свидетельством того, что выбран правильный путь. Я не буду перечислять проекты, которые там сегодня задействованы. Хочу сказать лишь, что они становятся тем, движителем этих процессов на будущее. И здесь будет формироваться та и финансовая, и инновационная база для развития других отраслей. Нам необходимо поддерживать социальную сферу. Мы об этом говорили. И когда речь идет о сокращении финансирования национальных проектов на федеральном уровне, то мы должны понимать, что сокращение инвестиций в социальную сферу не будет. Это не предусматривается. Потому что здравоохранение будет поддерживаться, образование будет поддерживаться, без него невозможно развивать экономику. Равно как и другие секторы социальной инфраструктуры страны. Это можно наблюдать и на примере нашей республики, когда мы видим, что в условиях коронавирусной всей истории, снижения доходной части бюджета Республики Башкортостан, инвестиции в развитие здравоохранения выросли вдвое, а по статье «Скорая медицинская помощь» в 10 раз. Но тут, вы знаете, это строительство нескольких площадок для медицинской авиации. Это поступление новой техники и технологий в систему скорой медицинской помощи. Ну и, конечно, строительство новой инфраструктуры. Это ковид-госпиталя, инфекционного, и так далее. Александр Николаевич, и все-таки жителям к чему нужно быть готовыми? Как на долгосрочные планы в Башкортостане? Какие изменения ждать? К чему нужно быть готовым? Вы знаете, коронавирус, он выявил как плюсы, так и минусы в нашей, как и организационной инфраструктуре, экономике, так и, собственно говоря, в ряде других сфер деятельности. Например, стало понятно, что наша
научно-техническая мысль на сегодняшний день в значительной мере еще не отвечает требованиям быстрого, эффективного развития и включения в решение задач связанных с новыми вызовами. Поэтому нам приходится опираться на технологии, которые формируются на Западе. Единственный пример, который мы сегодня имеем, это работа над вот этим медицинским препаратом против коронавируса. Это вот единственный пример России. Вот. Поэтому сегодня в республике идет очень серьезная работа по, я бы сказал, реформированию системы научно-технического развития, в которой включается и Академия наук, наши университеты. Отсюда, вы знаете, проект, он имеет прямое отношение к национальным проектам. Это создание научно-образовательного центра Республики Башкортостан, вот, который сегодня активно обсуждается в научной и образовательной среде. Вот. Мы, вот Институт стратегических исследований, выдвинули ряд предложений, касающихся развития системы поддержки талантов. Потому что надо создать среду. Вот вы говорите, особая экономическая зона Алга через 5 лет даст результаты. А кто будет работать через 5 лет? Через 5 лет будут работать те молодые люди, которые сегодня еще учатся. Мы должны создать ту среду питательную, в которой таланты будут расти. Поэтому мы внесли предложение разработать стратегию развития талантов в Республике Башкортостан. В конце концов, университет талантов давайте откроем. Вот. Ну, я думаю, что, в общем, к этому делу придет. У нас есть другие проблемы в социальной сфере. Надо еще, чтобы оно было... Но если коротко, то какие? Какие? Я могу сказать, что... Давайте 3 главные проблемы. Для того, чтобы обеспечить реализацию всех этих масштабных задач, нужно, чтобы у нас было достаточно много высокопрофессионального трудоспособного населения. То есть проблема рождаемости. Это одна из главнейших проблем в социальной сфере. Система образования, которая сегодня нуждается в реформировании и встраивании вот в те тренды мирового развития, которые, к сожалению, часто, так сказать, проходят мимо нас. Вот. Ну, вот эти вот, я бы сказал, 2 главные проблемы. Ну, основа развития заложена также и в указе номер 310 главы Башкортостана Разия Хабирова. Как вы считаете, нужно ли их корректировать? Ну, сама жизнь их корректирует. Она корректирует их в сторону мобилизации ресурсов для того, чтобы достичь поставленных результатов. И поэтому не следует думать, что если мы в условиях коронавирусной инфекции экономика, в части вот малого и среднего бизнеса просела, то мы, значит, сдадим позиции и начинаем все с нуля. Ни в коем случае. Придется засучить рукава и просто вдвое больше работать. То есть я считаю, что эти все индикаторы, они реалистичны, и достичь мы их можем. Ну и, кстати, про труд. Производительность труда – это тоже одна из государственных программ. Башкортостан имеет хорошие показатели в этой части. Как вы оцениваете, почему именно успех по производительности труда у Башкортостана? Ну, вы знаете, вы, видимо, все-таки речь ведете о национальном проекте повышения производительности труда, где Башкортостан с нашим региональным центром компетенций, который, кстати говоря, в Институте стратегических исследований и работает, является лидером в России. И связано это с тем, что у нас хорошая организационно-методическая помощь со стороны Минэкономразвития и постоянный, я бы сказал, контроль за реализацией этих проектов. Но я должен сказать, что отзывчивость предприятий, которые нуждаются в совершенствовании вот этих вот форм организации труда, она действительно позволяет надеяться на то, что мы сохраним этот тренд, вот, и Башкирия будет в числе лидеров. Но я вам замечу, что в целом производительность труда в любой отрасли и в экономике в целом может подниматься, значит, и обеспечиваться только, и в первую очередь, значит, только за счет новых технологий. Вот поэтому поддержка инновационной инфраструктуры является ключевым фактором для того, чтобы производительность труда росла. Потому что как бы мы грамотно не расставляли станки, как бы мы не обучали персонал, если мы будем использовать старые технологии, добиться высокой производительности труда мы не сможем. Вот на решение этой последней задачи как раз и нацелено целый ряд решений нашего правительства, в том числе и именно 310-й указ главы республики. Александр Николаевич, и поподробнее хотелось бы поговорить о демографическом докладе, который вы сейчас формируете, и презентация состоится в октябре этого года. Какие основные параметры в этом документе? Ну, вы знаете, демографический доклад – это стандартный, казалось бы, документ, который с 2010 года
каждые 2 года представляется правительство, но в этом году он будет иметь совершенно новую структуру, новый облик и новые характеристики. Дело в том, что, во-первых, мы живем, я бы сказал, в новом измерении, когда поставлены задачи амбициозно, вот уже в том самом указе, о котором мы с вами говорили. Вот. И для решения этих задач, я уже говорил, нужно, высококвалифицированные кадры. Вот. Как решается эта проблема? За счет рождаемости, за счет миграции. Какой миграции? Мы исследуем досконально эти проблемы. Впервые вопросы миграции увязываются с качеством этой миграционной среды. Потому что никогда не было разговора о том, что вот приезжают у нас работники из стран, бывшего Советского Союза, стран ближнего зарубежья. Ну и хорошо, вроде как их много. Но приезжают они с низкой квалификацией, и работать в той сфере, которая действительно нам нужна для повышения производительности труда, они не могут. Значит, мы должны заниматься тем, чтобы фильтровать вот этот миграционный поток, чтобы это были качественные работники, способные работать в тех отраслях, которые высвобождаются. А наши сотрудники могли работать в новых, высокопроизводительных отраслях экономики. Вот этот фактор там учитывается. Дальше. Мы обратили внимание на то, что вопросы рождаемости нуждаются в очень серьезной не просто аналитической работе, но выработке новых рекомендаций. Мы их делаем. Мы их уже сформулировали. Что основа? Господдержка? Это, в первую очередь, государственная поддержка. Потому что вопросы рождаемости – это забота государства, в первую очередь. Так как государство относится к материнству и детству, как заботится о будущем своих поколений, таков будет и, ответ населения. Вы знаете о том, что в 90-е годы, когда государство рушилось, рождаемость сошла, практически до физиологического уровня. Вот. Сегодня же мы говорим о том, что рождаемость растет, потому что растет забота государства о семье, детстве, материнстве, о развитии детей, о развитии талантов. Но есть особенности, которые остались из прежней нашей жизни. Вот, например, декретный отпуск. В декрет уходит, сегодня имеет по закону право уйти и мама, и папа. Вот. Но мы знаем о том, что средний уровень заработной платы отцов, как правило, выше, чем у женщин. Мужчин больше, чем у женщин, в среднем. По стране и по Башкортостану в том числе. Например, люди, которые работают на нефтепромыслах в Тюменской области, а их жены, домохозяйки, декретные они будут получать из фонда медицинского страхования ровно столько, сколько положено для домохозяйки. Правильно, да? Если бы закон позволял, например, использовать для пополнения этого фонда медицинского страхования средства, которые зарабатывает мужчина, да, а сидела бы с ребенком женщина. Это было великолепно. Такие предложения, то есть, будут звучать? Мы эти предложения уже сформулировали. Я считаю, что наши законодатели должны этим воспользоваться. А то, что все 85 регионов Российской Федерации это поддержат, да и в Госдуме тоже здравомыслящие люди есть, я думаю, что это будет законопроект пилотный, который Башкортостан сможет провести на федеральном уровне. Александр Михайлович, давайте мы по этой теме еще в октябре обязательно с вами встретимся и запишем отдельное интервью. Спасибо вам большое, что вы сегодня пришли к нам в программу. Я напомню, что гостем программы «Интервью» в эфире Башкирского спутникового телевидения был руководитель Института стратегических исследований Республики Башкортостан Александр Дегтярев. Оставайтесь на БСТ.